Добрый день, уважаемые абитуриенты! Мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить процедуру проведения вступительного экзамена по обществознанию. Я доцент кафедры права и обществознания, кандидат педагогических наук Салават Ришатович Мусифуллин. И по всем вопросам я вам сегодня оставлю контакты, мы с вами будем консультироваться еще и после данного эфира. Итак, давайте перейдем к самим вступительным экзаменам. Программа вступительных экзаменов и сам регламент, сама процедура довольно-таки подробно прописана в программе вступительных испытаний, которая расположена на сайте приемной комиссии. Когда вы подавали документы, внизу страницы с той специальности, на которую вы подавали, вы могли наблюдать именно эти программы, которые можно было скачать, посмотреть. Ну, я думаю, что вы, наверное, посмотрели, просто остановлюсь на некоторых особенностях, на которых нужно будет обратить внимание. Итак, в личном кабинете расположена основная информация. Списки подавших документы, расписание экзамена, важные даты, ссылки на программы вступительных экзаменов для подготовки. Сразу скажу, что расписание экзамена вы сможете посмотреть в личном кабинете. Что нужно сделать? До экзамена на почту вам придет информация о сроках и будет представлен логин и пароль для входа в систему экзамена. Сразу скажу, что это логин и пароль будет отличным от того логина и пароля, который вы входите в личный кабинет. Хотелось бы сказать, что это письмо может попасть и в спам, поэтому за несколько дней, пожалуйста, проверьте наличие этого письма за день до проведения экзамена в своей личной почте, и нужно посмотреть именно в папке спам. В случае, если вы не нашли, тогда можно связаться или со мной, или с приемной комиссией. В день экзамена вы должны, получается, пройти по ссылке, которая находится в личном кабинете. Да, еще я забыл сказать, что вот когда вы получите логин и пароль от системы экзамена, вы должны будете пройти по ссылке и поменять временный пароль на свой. Именно с этим логином и паролем вы сдаете все назначенные вам экзамены, и этот логин и пароль выдается только один раз на все экзамены. То есть с этим логином и паролем вы будете заходить на каждый свой экзамен. В день экзамена вы заходите в свой личный кабинет и смотрите расписание вступительных экзаменов. Там будет активное окно «Сдать онлайн». Вводите логин, пароль, который до этого пришел на почту, и нажимаете вкладку «Начать тестирование». С этого момента, как вы нажмете «Начать тестирование», у вас пойдет отсчет времени. Поэтому у вас другого шанса не будет. Это только будет одна попытка. Поэтому нужно собраться, посмотреть действительно, насколько вы готовы. Ну и с этого момента, как вы нажмете кнопку «Начать тестирование», у вас появятся вопросы. Как только нажали «Начать тестирование», начинается отсчет времени. Хотелось бы вас тоже настроить, чтобы у вас на столе были часы, которые бы вы могли бы следить, да, за временем, чтобы успели в обозначенное время написать тестирование. Структура и содержание задания. Структура и содержание задания полностью соответствует примерным заданиям, которые располагаются в самих программах вступительных экзаменов.
То есть это будет тестовое задание с выбором правильного ответа. Мы еще к этим заданиям вернемся. Вопросы, я бы не сказал, что они такие вот сложные. Это тесты, где нужно выбрать правильный ответ. Но хотелось бы обратить внимание, чтобы вы читали внимательно задание. Где-то требуется только один правильный ответ, а где-то вопрос подразумевает именно множественный выбор ответа. Структура и содержание задания соответствует программе курса «Общество знания». И это 5 разделов, которые вы проходили в 10-11 классе. Это «Человек и общество», это раздел «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право». Форма процедуры проведения экзамена, ну, надо сказать, что сам доступ к экзамену, он открыт согласно расписанию будет. В тот период необходимо зайти в систему, ну и начать тестирование. На написание теста вам дается 1 час или 60 минут. Вам будет предложено 25 заданий. В случае, если вы не напишете, не наберете нужное количество баллов, у вас возможности пересдать не будет. Поэтому необходимо в первую очередь подготовить компьютер, чтобы у вас компьютер соответствовал тем требованиям, которые у вас указаны на слайде сейчас на экране. Во-первых, это должна быть достаточно оперативная память, видеопамять, и нужно подобрать вот современный компьютер для того, чтобы у вас не произошло сбоя в период проведения самого экзамена. Необходимо проверить наличие интернета необходимых драйверов. На экране вы также видите, какие у вас должны быть установлены драйверы и какая должна быть скорость вашего интернета. В случае, если у вас интернет недостаточный, есть перебои, то следует подумать, именно продумать место выхода в день экзамена, именно с какого места будете выходить, чтобы не получилось так, что в середине экзамена вы не сможете завершить в связи с тем, что отключат там интернет или не будет достаточно скорости у интернета. По какой литературе мы готовимся? Опять-таки в программе вступительных экзаменов указаны учебники, по которым можно готовиться. Все эти учебники включены в федеральный перечень учебников и рекомендованы для обучения в школах. Ну и мы их рекомендуем вам для подготовки. Хотелось бы обратить внимание, чтобы вы пользовались именно учебниками новыми. Это последние, по крайней мере, 3 года, чтобы выпуск был, для того, чтобы правильно могли формулировать, правильные были формулировки, понятия, которые будут встречаться у вас на экзамене. Хотелось бы вас предостеречь, чтобы вы не пользовались такими пособиями, которые не рекомендованы. То есть у вас, если вы берете учебники, то есть они у вас на экране, которые вы можете брать для подготовки. Если вы берете другие тесты, например, для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, то есть смотрите, чтобы там был значок, рекомендованный ФИПИ, Федеральным институтом педагогических измерений. Такие пособия для подготовки можно использовать. Из этих учебников все же хотелось бы остановиться на учебниках Боголюбова, это 10-11, есть учебники базового профильного уровня, в которых довольно-таки подробно.
для тестирования будет достаточно базового уровня, учебник для 10 и учебник для 11 класса. В этих учебниках вы найдете необходимые понятия, необходимые терминологию, которая необходима будет для написания вступительных экзаменов. Хотелось бы, чтобы вы все-таки акцентировали свое внимание на понятийном аппарате, даже какие-то понятия, да, какие-то записи делать в ходе именно работы с этими учебниками, потому что так больше вы запомните. К сожалению, времени будет у вас на вступительный экзамен не так много, поэтому нужно действительно знать эти понятия. Многие понятия должны быть вам знакомы уже, но на всякий случай вот эти учебники, я еще раз говорю, это Боголюбова. Но кроме того, еще я мог бы порекомендовать вам учебники, которые вышли в этом году. Это Котовы-Лесковые учебники. Ну и можно взять Триактив, тоже под авторством разработчиков ЕГЭ. Это опять-таки автора Котова и Лескова. В этом перечне их нету, здесь только учебники, но они тоже будут довольно-таки серьезной помощью вам в подготовке. Где можно потренироваться? Здесь бы я рекомендовал вам сайт FIPI. Там есть открытый банк заданий. Вы выбираете общество знания, выходите на сайт FIPI, ссылка вы видите на экране. Вы выходите на общество знаний и есть открытый банк заданий ЕГЭ. Ну и можно себя проверить по разделам, какие разделы, какие задания там есть. То есть эти задания, которые расположены в открытом банке заданий, не соответствуют всем тем учебникам, да, которые рекомендованы. Ну и мы, соответственно, на эти учебники основывались, когда разрабатывали задания для вступительных экзаменов. Еще раз, это сайт FIPI. Я думаю, что он для вас уже знаком. Сразу хотелось бы остановиться на тех вопросах, тех разделах, на которых нужно остановиться очень внимательно. Где у нас возникают большие проблемы и абитуриенты теряют большое количество баллов. Это основа конституционного строя Российской Федерации. Для этого необходимо взять Конституцию Российской Федерации. Конституция уже с внесенными в них изменениями. Это должна быть Конституция, которая была издана после голосования, да, по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Здесь на что необходимо обратить внимание? Необходимо обратить внимание на конституционных правах и обязанностях. И основам, получается, конституционного строя Российской Федерации. Посмотрите, сколько субъектов у нас, какая у нас форма управления. Посмотрите именно права и обязанности граждан Российской Федерации. Вот на этих вопросах почему-то очень много бывает проблем. Еще проблемный у нас вопрос это по ветвям власти и их непосредственно полномочиям. Посмотрите, федеральное собрание, какие полномочия, да, суды, какие полномочия, президента, какие полномочия, у премьер-министра, какие полномочия, да, председателя правительства. Вот на эти вопросы хотелось бы, чтобы вы вот действительно прям с карандашиком прошли и прочитали Конституцию.
потому что на этих вопросах обычно бывают серьезные проблемы. Следующий, опять-таки, это из раздела право, это отрасли права. Есть задания, которые проверяют вас на понимание ситуации, да, и правильно соотнесение его с той или иной отраслью права. То есть ситуация, где нужно вам определить, что это трудовое право, это гражданское право, и посмотреть, какие вопросы эти отрасли права решают. К сожалению, тоже вот на этих вопросах бывают проблемы. Ну, следующий, я думаю, что спрос-предложение это область экономики пошла, да, то есть виды налогов, посмотреть уровни, какие у нас есть, что у нас относится, какие налоги относятся к федеральным, региональным, местным. Это также проблемный, к сожалению, вопрос. Следующий вопрос – это политический процесс. Политический процесс тоже вызывает затруднения. Это и выборные процессы, да, процедуры особенно, да, это гражданское общество. Вот на эти вопросы хотелось бы, чтобы вы обратили внимание. Как сам понятийный, так и само содержательная стороны этого вопросов. Ну, вот исходя из опыта предыдущих лет, это задание, наверное, вот 6 основных тем, которые, или даже разделов, которые вызывают наибольшие проблемы. Но я бы еще здесь, конечно, отметил, кроме того, наверное, тему познания, чтобы посмотрели, тоже обычно определенное количество вопросов бывает именно по разделу познания и вызывает определенные затруднения. Ну, примерные задания, они у вас указаны и размещены также и на сайте, программе вступительных экзаменов, там у вас примерная. Но вот давайте посмотрим, на что нужно и как вообще эти задания решать. Да, ну, во-первых, нужно исходить из того, что нужно внимательно вопрос прочитать. Дочитывайте вопрос до конца, потому что обычно каким образом отвечают у нас абитуриенты, это первую половину вопроса прочитали, да, и возникает ощущение, что он это тоже вопрос такой легкий, он уже его прорешивал. Но есть такие вот моменты, когда, например, есть частицы «не», например, да, то есть, или же вопрос подразумевает немножко другую структуру, да, то есть немножко другой подход к тому содержанию. И в результате бывают элементарные вопросы, на которых вот как раз-таки абитуриенты и ошибаются. Поэтому внимательнейшим образом прочитать вначале вопрос, для себя определиться, а что спрашивается. Вот состав правительства Российской Федерации входит правоохранительный орган. То есть что у вас спрашивается? У вас спрашивается назвать правоохранительный орган, который входит в состав правительства Российской Федерации. Но здесь методом исключения, да, то есть вы знаете, что у нас есть разделение властей, ну и, соответственно, законодательное, судебное, исполнительное, да, то есть можно здесь уже кое-какие вещи сразу убрать, если вы сами не можете с самого, так скажем, ответ найти, да, то есть мы начинаем с чего? Если я не знаю ответа, что я делаю? То есть я вспоминаю, что если правительство, то к какой ветви власти относится, да, то есть видите, здесь суды. То есть в правительство, то есть исполнительную власть, конечно, суды не могут входить. Да, то есть мы, соответственно, убираем. Дальше просматриваем, а что же еще у нас может быть здесь лишнее. Ну, исходя из исключения, здесь уж все понятно, что относится к правительству Российской Федерации. Вот далее
Второй вопрос тоже, он относится к политике, да, то есть если какой институт политической системы обладает суверенитетом. Мы поступаем таким же образом, здесь включаем опять-таки непосредственно метод исключения. Но для начала давайте посмотрим, какой институт политической системы обладает суверенитетом. Мы должны понять, что относится, во-первых, к политической системе из предложенного. Первое, да, то есть и следующее. Вспоминаем, что такое суверенитет. Ну, я думаю, что здесь вопрос очень элементарный, очень легкий. Я думаю, что проблем он не возникнет. Но опять-таки, на что обратить внимание? На именно внимательное прочтение вопросов. Следующее. Одна из основных тенденций развития современных межнациональных отношений, связанная с постепенным сближением различных народов, наций, экономической, политической, духовной сферах жизни общества, называется межнациональная дифференциация, международная интеграция, культурный плюрализм, межнациональный конфликт, международное взаимодействие. Что нам нужно? Нам нужно знать понятие, что такое дифференциация, что такое интеграция, что такое плюрализм, конфликт, взаимодействие. Ну, исходя из этого, если мы понимаем, здесь, конечно же, вопрос, он направлен на знание терминологии. То есть здесь вот в данном случае будет сложно, если вы не знаете эти понятия дифференциация, интеграция, плюрализм, конфликт и взаимодействие, на этот вопрос очень будет сложно ответить. Поэтому еще раз хочу вас настроить на то, что понятийный аппарат, он необходимо его выписать, его знать, да, сложные понятия какие-то просто нужно будет заучить, потому что без этого будет сложно на такого рода задания ответить. Поэтому общая, так скажем, подготовка как раз-таки должна заключаться в понимании содержания, да, самих разделов. Ну и, конечно же, вы должны знать определенное количество терминов, понятий по курсу общества знания. Следующее. Понятие развития взаимодействия элементов характеризует общество. Да? Вопрос, опять-таки, здесь больше вот этот данный вопрос, он направлен на содержательную часть. То есть вам нужно здесь не столько знать вот те ответы, да, которые, нужно понимать, что включается в понятие развития, взаимодействия элементов. Вот вы вспоминаете понятие общества, да, и вот включаете вот эти понятия. Что значит развитие общества? Что значит взаимодействие элементов общества? Как оно проявляется, да? Ну и дальше вот под как раз когда вы поймете, что это такое, да, то есть вы найдете правильный ответ. То есть здесь динамическая система, часть природы, весь окружающий человека материальный мир, неподтвержденную изменением систему и постоянную систему. То есть здесь я думаю, что вопрос тоже довольно-таки легкий, да, но если вы знаете, конечно же, понимаете эти понятия развития и взаимодействия элементов. То есть это конечно же, здесь ответ будет динамическая система, да, то есть это движение, какое-то изменение и так далее. То есть здесь как раз-таки нужно будет понимать само содержание данных вопросов. Кроме того, да, когда вы будете решать задание, на что нужно обратить внимание, да, то есть я еще об этом уже говорил, как поставлен вопрос, то есть назовите сферы, да, общества, то есть если во множественном числе, значит несколько должно быть ответов. Если назовите там конкретное понятие, да, то есть это значит один ответ. Если это множественный ответ, то в самом вопросе
будет звучать во множественном числе, да, то есть нужно внимательно читать вопросы. В случае, если вы множественно, да, необходимо было множественный ответ дать, а вы, например, только один элемент, то есть вы уже теряете определенное количество баллов. Поэтому очень внимательно подойдите к прочтению, да, самих заданий. Не спешите. 25 заданий на час, конечно, это мало, да, но достаточно для того, чтобы вникнуть в содержание вопроса и дать правильный ответ. В самих заданиях нет у нас заданий, требующих открытого ответа или же написания сочинений и так далее. Здесь упрощенный вступительный экзамен, поэтому я думаю, что вы уже готовились довольно-таки серьезно к вступительным экзаменам, поэтому проблем у вас не должно быть. Поэтому только внимательность нужна и ваше спокойствие. Еще раз хочу обратить внимание, что у вас будет всего одна попытка. Итак, следующий момент, да, это что запрещено в период экзамена. Вы дома пишете этот экзамен, да, но хотелось бы именно на это обратить внимание. Абитуриент не имеет права во время тестирования привлекать помощь третьих лиц, предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам, использовать учебную справочную литературу, конспекты или иную вспомогательную литературу, не предусмотренную программой вступительных экзаменов. Искать информацию в сети интернет, открывать дополнительные окна в браузере, использовать любые мобильные компьютерные устройства, кроме персонального компьютера, на котором осуществляется прохождение вступительного экзамена. Я думаю, что это всем понятно. Мы должны обеспечить равные условия. И, конечно же, хотелось бы, чтобы все-таки достойные прошли на бюджет. И в случае, если все-таки будет нарушение этих правил, то есть ваши ответы могут аннулировать. Поэтому на это обратите, пожалуйста, внимание. В период проведения вступительного экзамена у нас будут консультанты, и ваши вопросы можно будет направлять на электронную почту, здесь она у вас на экране, или можно будет отправлять в телеграм-канал. То есть здесь тоже на экране у вас указано. Сразу хотелось бы сказать, да, по каким вопросам можно писать. Конечно же, не спрашивать ответы, а в случае, если вы выявили какие-то технические ошибки, да, то есть когда возможно вопросы неправильно как-то отразились на вашем экране. Или же, возможно, какие-то отсутствует определенный текст или картинка. Если вопрос с текстом или картинкой подразумевается именно по картинке ответить. Да, картинка, например, не проявляется. То есть вы в этом плане можете писать вот на эти, так скажем, или почту, или телеграм-канал, где мы постараемся оперативно подключиться и ответить на ваши вопросы. В случае возникновения вопросов до прохождения самого экзамена вы также можете на эту почту и на этот телеграм писать. То есть какие у вас вопросы возникают в ходе подготовки именно к экзамену, к вступительному экзамену. Мы будем рады вас проконсультировать, дать ответы на ваши те вопросы, которые у вас возникли. Поэтому можете подключить телеграм-канал, он более, наверное, мобильно и более быстро на него будем отвечать. Ну и
почта тоже у нас просматривается, оповещение идет, поэтому там тоже будут даваться ответы. Итак, уважаемые абитуриенты, вступительные экзамены не за горами. Хотелось бы, чтобы вы качественно подготовились к этим экзаменам и хотели бы видеть в числе наших студентов. Мы вас приглашаем на наш исторический факультет, Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования, ну и в наш педагогический университет. Будем рады видеть вас в числе наших уже студентов. Спасибо за внимание. До свидания.